В Гулрывском районе Абхазии сельскохозяйственное предприятие, арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «София» с 2005 года, активно занимается обновлением своих плантаций. С 20 февраля здесь ведутся работы по обрезке цитрусовых деревьев и расчистке от сухой растительности, закладывая основу для будущего урожая. Главный агроном Вартан Баян рассказал о том, что летом будут проводиться работы по защите деревьев от вредителей с помощью специализированных препаратов, предоставляемых Министерством сельского хозяйства. Такие меры, по словам Баяна, необходимы для обеспечения благоприятных условий для роста более 20 тысяч деревьев мандаринов, возраст которых превышает 50 лет. Ожидания от текущего года высокие. Предполагается собрать до 500 тонн цитрусовых, что существенно превысит прошлогодний урожай в 200 тонн. Это станет возможным благодаря уходу за плантациями и тщательной борьбе с новыми болезнями и вредителями. Подготавливаемся к летним работам, потому что после обрезки у нас предстоит опрыскивание деревьев от вредителей, которые появляются в начале апреля, которые вредят дереву. Также, когда мы проводим опрыскивание, нам препаратами помогает Министерство сельского хозяйства, которое каждый год в несколько раз в течение всего периода выделяет нам препараты для лечения мандарин. На предприятии существует проблема нехватки рабочей силы, которая усугубляется оттоком молодежи из сел. Руководитель районного сельхозуправления Рафик Григорян отметил, что коллектив Софии не теряет оптимизма и продолжает работу по восстановлению и расширению плантаций. Почему-то молодежь считает, что если уйдет из села, то больше заработает, лучше будет жить. Это неправильное мышление. На мой взгляд, нужно молодым повернуться лицом к селу, к земле. В контексте стратегического развития Абхазии сельскохозяйственная отрасль является ключевой. Успехи и инициативы на подобных предприятиях, как «София», демонстрируют потенциал для обеспечения сельскохозяйственной безопасности и продовольственной самодостаточности страны, отметил Григорян. Земля – это все. Это, во-первых, для нашего государства это продовольственная безопасность. Мы должны быть самодостаточными по основным видам сельхозпродукции. Вот. Со стороны государства, конечно, мы все по мере возможности через Министерство сельского хозяйства оказываем помощь всем сельхозпредприятиям, в том числе ООО «София», ядохимикатами. Мы иногда помогаем даже по вопросам реализации выращенной продукции. А в селе Пшап местные предприниматели ожидают богатый урожай клубники. Реализация проекта стала возможной благодаря ведомственной целевой программе развития сельского хозяйства 2023. В клубничном хозяйстве под управлением местного жителя Саака Папазяна кипит работа. На финансирование этого проекта был выделен 1 миллион рублей. На участке в 1 гектар высажено 70 тысяч корней клубники. В прошлом году было собрано нами 14 тонн клубники. Все это вывезено было в Российскую Федерацию, там реализовать. Мы очень благодарны Министерству сельского хозяйства, руководству страны. Хочу призвать молодежь заняться сельским хозяйством. У нас очень плодородная земля, можно вырастить очень много культур. Предыдущий урожай был успешно реализован на оптовом рынке в Сочи, что стало возможным после подписания прямых контрактов с оптовиками. Также одобрен бизнес-план по расширению хозяйства, на реализацию которого государство выделит 600 тысяч рублей. Всего из предложенных 25 проектов в Гулрывском районе 18 получили одобрение и уже показывают хорошие результаты. Как видите, деньги потрачены были не зря. Здесь в прошлом году, в 2023 году получили урожай, и в этом году, в 2024 году, они, конечно, получат неплохой урожай. Хотя здесь есть очень много сложностей в плане, что клубника очень нежная культура. Часто болезни, вредители вредят, не дают ему дать полноценный урожай. Буквально 3-4 года тому назад здесь был
были кустарники, лес. Руководитель районного сельхозуправления Рафик Григорян подчеркнул успех одобренных проектов, включая инициативы по выращиванию однолетних и многолетних культур, таких как клубника, различные овощные культуры и цитрусовые. Гугут Савардания, Абхазское телевидение.